Что касается абхазского телевидения, НИСФа, важно начать с того, почему вообще мы приняли решение идти на телевидение. Мы понимали, что будет противодействие, что нужно будет пробиваться туда. Мы прекрасно понимали, что эфир будет вырезан, что многое из того, что мы сказали, не покажут. Потому мы добились того, чтобы была камера наша, которая позволила потом показать обществу абхазскому то, о чем мы говорили. Почему мы это сделали? Потому что наша страна методично лишается независимых СМИ. Лишившись независимых СМИ, мы приняли решение обратиться к абхазскому государственному телевидению. И дальше намерены делать то же самое. Мы и дальше будем требовать эфиры, дальше будем приходить, дальше будем выступать и будем сообщать обществу, что происходит в нашей стране. Это вот первое, на что я хотел бы обратить внимание. Второе, особенно важно. Кан тут сказал, я хочу акцентировать на этом внимание хочу. На абхазском государственном телевидении принимают решения посторонние лица. Вот именно так это звучит. Посторонние лица, не имеющие отношения к абхазскому телевидению, к республике Абхазия и так далее. Это очень серьезная проблема, которую необходимо решать. Кстати говоря, посторонние лица наблюдаются не только на абхазском телевидении. Они наблюдаются в последнее время на избирательных участках в том числе. Для чего это делается, кто принимает такие решения и кто берет на себя ответственность за этих лиц, нам еще предстоит выяснить, и мы обязательно это выясним. Вообще должен сказать, что мы последние несколько месяцев ставим вопросы перед властью, которые остаются без ответа. Вот мы задаем вопрос, он остался без ответа, у нас возникает новый, мы задаем новый и так далее. Но это не значит, что мы забыли о том, с чего мы начали. Те вопросы, которые прозвучали в первые в списке, на все те вопросы, которые мы задаем, мы обязательно получим все ответы. Вот здесь, чтобы никто не сомневался и так далее. Кстати, о вопросах. Вот я в эфире абхазского телевидения задался вопросом, обратился к власти с вопросом, отказалась ли наша власть от проекта независимой Абхазии. Теперь у меня следующий вопрос. Вот я хочу сообщить, что независимость Республики Абхазия признала Россия, Венесуэла, Никарагуа, Сирия, Науру. Страны, члены ООН признали независимость Абхазии. Поэтому у меня вопрос к нашей власти. Вы признаете нашу независимость? Я вынужден задать такой вопрос. Учитывая все, что происходит вокруг в стране в последнее время. Вы признаете эту независимость? И если признаете, какими действиями вы это подтверждаете? Это очень серьезный, очень страшный вопрос, но этот вопрос возник. И не задать его я не имею права. Ни перед предками, ни перед потомками, как говорится. Вот. Теперь, что касается телевидения и того, о чем говорил Кан Валерьевич. На все вопросы, которые мы задавали, власть ответила нам анонимными каналами. И ответили бред, по сути. Оскорблениями ответили. Весь диалог с властью сегодня выстраивается следующим образом. Сам дурак. Вот мы предъявляем претензии, говорим об этом, о том и так далее, нам отвечают сам дурак. Нам отвечают, что мы ростом не вышли, что мы не такие красивые, как хотелось бы, там, и так, ну, в общем, и так далее. Кстати, о внешнем виде, о росте мы еще никому ничего не говорили, хотя тоже там масса вопросов. Вот примерно так с телевидением. Очень приятно, хочу это отметить, очень приятно, что отклик в обществе лично я наблюдаю, и очень серьезный отклик. Мы своей цели добились, мы донесли до общества информацию, и общество эту информацию восприняло. Самое главное произошло. Как бы власть ни пыталась, как бы анонимные каналы из кожи вон не лезли, цель достигнута. Общество информировано о том, что происходит, и обществу это не нравится, уважаемые представители власти. Разочарую вас. Обществу это не нравится. И никакие анонимные каналы вам в этом не помогут, чтобы изменить ситуацию. Эти телеграм-каналы, я еще раз хочу повториться, очень многие оскорбляли еще раз в личности. Это коснулось, значит, лучших наших представителей нашего народа, депутатский корпус частично, значит, людей в свое время, которые прославляли страну, политические деятели, писатели и так далее, и так далее. Я еще раз, в свою очередь, тоже хочу задать вопрос власти. Если они так отмолчатся, ничего не будут предпринимать, не задействуют МВД, СГБ, чтобы, значит, дойти до истины, они понимают, что за все это сказанное они готовы понести ответственность. Если они будут молчать, значит, мы должны понимать, что они сами в этом замешаны. Тогда все эти люди
начнут вопросы задавать. Власть готова взять на себя ответственность за все эти каналы? Это очень важно. Видимо, они готовы, раз они молчат. Что самое интересное, показательно, посмотрите, эти каналы ни одного представителя власти не коснулись. Если мы хотим даже сказать, что это, возможно, это враги извне, тогда извините меня, что эти враги пользуются избирательно абхазов, что ли, что только оппозиция для них враги, а власть для них не враги, что ли. Здесь все на поверхности, даже искать ничего не надо. У нас будут вопросы, если власть не отреагирует. Вот я очень важную вещь чуть не пропустил. Помните, вы нам сказали, ребята, когда начали мы уже открыто с ребятами говорить, что Кан Валерьевич, вы понимаете, что у нас не первый раз исчезают архивы. Это, вы понимаете, что происходит? Кто-то стирает нашу историю, наши победы, достижения. Кто-то это занимается. Могу предположить, что кто-то, возможно, те люди, которые появились на телевидении. Или это кто-то, кто непосредственно пригласил этих людей, или же хотят на них свалить. Неважно. Само появление – это уже трагедия для абхазского телевидения и вообще для самого главного информационного голоса Абхазии. Я хочу напомнить нашему обществу, что есть умышленные действия, а есть умышленное бездействие. Вот если при Аслане Бжане мы наблюдали умышленные действия, то сегодня мы наблюдаем преступное бездействие. Я лично ставлю между двумя этими понятиями знак равенства. Вот это вот, чтобы четко, ясно было понятно, понимаете? Вот это вот, ничего плохого же не делают. Спасибо большое. Какое счастье, что не делают. Но пока они ничего не делают, здесь происходят страшные вещи. Делают остальные. С их молчаливого согласия объявляют граждан Абхазии иноагентами, лишают гражданства российского. Самое страшное, депортируют из России репатриантов, тем самым ставя жирный крест на процессе репатриации, о котором мы 30 лет говорили, и 30 лет изыскивали средства для того, чтобы этот процесс поддерживать. В самые сложные, голодные времена 90-х годов процесс репатриации не стоял на месте. А сегодня, когда у нас, казалось бы, более-менее неплохо, мы репатриацию остановили. Из-за молчаливого согласия нашей власти, к большому сожалению, негатив начал накапливаться. Если у кого-то есть иллюзия, что все в стране хорошо, что все у нас идет своим чередом, это не так, дорогие мои, совершенно не так. Накапливается негатив. И все это приведет к политическому противостоянию, к политическому кризису. Неизбежно приведет. Говорили об этом 5 лет, предупреждали Аслана Бжане, он оказался неспособным услышать. Предупреждаем теперь еще раз. Идет накапливание негативной энергии в обществе. И эта негативная энергия очень нехорошо может проявить себя в будущем. Прошу обратить на это внимание. Настаиваю на том, чтобы власть обратила на это внимание, отреагировала как-нибудь уже. Не через анонимные каналы. Масса инструментариев у власти. Масса. Если мы, не имея инструментариев, можем добиваться определенных результатов, власть тем более обязана добиваться результатов. И хочу еще обратить внимание на одну очень важную деталь, о которой мы говорили целых 5 лет, пока Бжане пытался сдать Абхазию. За все происходящее в стране несет ответственность власть. Только власть в полном объеме. Потом пытаться обвинить Кана Кварче, Нисфу, Аршба, Изиду Чанья, там, Инала Хашиг, Ливана Мика, там, Ишсова Какали. Это бред. У нас нет инструментов для того, чтобы усилить эту страну или разрушить ее. Все инструментарии у вас, мои дорогие. Научитесь ими пользоваться. И сделайте так, чтобы в отношении вас было меньше критики, тогда и будет все хорошо и нормально.